В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сохранить и развивать важные направления сотрудничества с Россией. Об итогах Международного культурного форума в Санкт-Петербурге доложили президенту. Медь как наживо. Подозреваемые задержаны, лифты восстанавливаются. Актуальный репортаж программы. Для Гран-при фильма не нашлось. Фестиваль Кунаки завершил свою работу. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия и заместителем министра Баталом Кобахия. На встрече обсуждались итоги поездки абхазской делегации в Санкт-Петербург, где проходил Международный культурный форум. Абхазская делегация уже 4-й год подряд принимает участие в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума. В его рамках между Министерствами культуры Абхазии и России был подписан план мероприятий на 2018 год. Президента интересовало направление культурного сотрудничества в наступающем году, а также результаты других встреч, состоявшихся в Санкт-Петербурге. Как отметила Эльвира Арсалия, в 2018 году план мероприятий намного шире, и связано это в основном с празднованием в будущем году десятилетия признания независимости Абхазии и 25-летия победы в Отечественной войне. Также будут продолжены обменные гастроли национальных коллективов. Мы сохранили приоритет, который вы не раз озвучивали, это охрана историко-культурного наследия. Батал Самсонович позже расскажет. Те мероприятия, которые уже проходят несколько лет, они будут расширены. Это сотрудничество с общественными организациями, с экспертными советами. Мы постарались расширить культурный сезон 2018 года, тоже в соответствии с нашей концепцией, что дети – главные агенты развития культуры. Мы сделали для них гастроли, которые специально для детей. Это гастроли театра кукол, гастроли детских спектаклей. И постарались образовательную программу расширить. В течение года к нам будут приезжать преподаватели ведущих вузов России, творческих вузов, и проводить здесь мастер-классы. Культурные отношения, которые существуют и развиваются между Абхазией и Россией, очень важны, подчеркнул Рауль Хаджимба. Для нас важно, чтобы эти связи были бы еще крепче. Все хорошо, я думаю, будет тогда, когда мы все вопросы не только внешнего направления будем выстраивать, но и у нас есть многие сложные процессы и в самой Абхазии. Все эти вопросы должны решаться. Решаться здесь. Как сообщила Эльвира Арсалия, в Санкт-Петербурге обсуждалась возможность организации в Абхазии художественных выставок знаменитых живописцев XIX и XX веков. Но для этого необходимо решить организационные вопросы, особенно в плане безопасности и провоза художественных ценностей через границу. Поездка была полезной и перспективной, заключила министр. Заместитель министра Батал Кобахия сообщил, что большая часть работы форума была посвящена проблеме сохранения культурного наследия в странах, где происходили вооруженные конфликты, во время и после которых в этих странах имело место незаконное перемещение ценных археологических артефактов. Например, в постоянной выставке византийского времени в Эрмитаже были обнаружены артефакты из крепости Хашупсы. В связи с этим министерством был сделан запрос в Эрмитаж. В частности, запрашивается историческая справка на приобретение коллекции. Все музеи, крупные музеи покупают коллекцию частных лиц. Однако эти коллекции должны быть подтверждены документацией, что они не находились в незаконном обороте. Необходимо создание реестра культурных ценностей, перемещенных во время общего государства, и создание реестра культурных ценностей, перемещенных уже незаконно во время войны и после войны. Дело в том, что у нас любят в обществе все время говорить, что потеря уничтожения объектов культурного наследия и культурных ценностей связана с войной. Могу разочаровать всех, что это не только с войной связано, потому что предметы из Хашупсы, они датируются приобретения 2001 год. На встрече также обсуждался вопрос состояния всех памятников истории и архитектуры, включенных в перечень объектов историко-культурного наследия Абхазии. Особое внимание Рауль Хаджимба обратил на состояние храма Симона Канонита. Президент обещал всемирную личную поддержку в решении этого вопроса. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и передать один из древнейших архитектурных памятников Абхазии будущим поколениям, подчеркнул глава государства.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Натальи Мархолия орденом Ахидзапша третьей степени за активное участие в общественно-политической жизни Гудаутского района. Рауль Хаджимба также подписал ряд указов о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия». За вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, высокий профессиональный уровень, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» указом президента присвоено участникам вокально-инструментального ансамбля «Псны-67» Геннадию Бебия и Рафаэлю Гагулия. За заслуги в области музыкального искусства, высокоисполнительское мастерство, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Александру Шоуа. За вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Наталье Малиной, органистке, преподавателю кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени Чайковского. Вопросы реализации соглашений об обязательном медицинском страховании граждан России в республике и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Беслана Барцец с представителями Министерства здравоохранения России, находящимися в эти дни в Абхазии. Это не первая рабочая встреча Беслана Барцец с представителями Министерства здравоохранения России. Все необходимые процедуры с абхазской стороны выполнены. Соглашение прошло ратификацию. Теперь мы ждем соответствующее решение с российской стороны, чтобы приступить к реализации соглашения, отметил премьер-министр. Со своей стороны могу вас проинформировать, что все внутригосударственные процедуры с нашей стороны были выполнены. Данные соглашения прошли ратификацию. Ждем соответствующего решения с вашей стороны. Сегодня обсудим готовность начала реализации, прежде всего, выдачи полисов обязательного медицинского страхования в пунктах, которые определены Минздравом Абхазии совместно с рабочей группой с вашей стороны, а также по поводу лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. И вы знаете, что мы подготовили уже и перечень, и регистр. Очень рассчитываем на то, что те лимиты, которые были обозначены на 4-й квартал, своевременно попадут к нам. Как отметил помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин, вопросы здравоохранения – это главные стратегические вопросы для граждан республики. Я считаю, самое важное – это организация медицинского страхования граждан. Мы сегодня здесь прибыли с представителями Федерального фонда МС, территориального фонда Краснодарского края, которые уже начали эту работу по практической реализации этого вопроса. Сегодня мы посмотрим пункты, которые будут обеспечивать выдачу полисов. Посмотрим всю нормативную базу, которая подготовлена абхазской стороной в этой части. И вот эти 2 дня мы как раз решили посвятить этому вопросу. По второму вопросу льготного лекарственного обеспечения, сегодня мы пригласили нашего специалиста, эксперта с Ростовской области, с которым тесно сотрудничает Министерство здравоохранения Абхазии в плане подготовки программного продукта для составления регистра и подготовки заявки. Мы заявку получили, правда нуждается в некоторой доработке, что, собственно говоря, и будет делаться в ближайшее же время. По составлению регистра тоже наш эксперт в этой части сегодня будет и завтра работать. При необходимости мы эту группу усилим с тем, чтобы в максимально возможно короткие сроки подготовить этот регистр, помочь нашим абхазским коллегам. Как сообщил Анатолий Гулин, соглашение по линии лекарственного обеспечения уже передано правительством Российской Федерации в Госдуму, а по линии ОМС будет направлено в Госдуму до конца текущего года. Технические вопросы выдачи полисов будут прорабатываться на расширенном совещании с участием глав врачей медучреждений, где они будут выдаваться, сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакия. Кроме того, как стало известно, все полисы обязательного медицинского страхования будут бессрочными. В течение месяца злоумышленники похищали медные детали лифтов многих высотных домов в столице, тем самым создавая проблемы пожилым жильцам, многие из которых из-за отсутствия лифтов просто перестали выходить на улицу. Сейчас подозреваемые, а это несовершеннолетние, задержаны. Лифты восстанавливаются, хотя дело это нелегкое. В проблеме разбиралась Сария Смыр. Жильцы девятиэтажного дома номер 41 по улице Аргун в новом районе столицы вынуждены подниматься пешком даже на самые верхние этажи. Лифт здесь не работает уже более месяца, и причина вовсе не в обычной поломке. Мы сначала не поняли, у нас очень часто ломался лифт, но как всегда вызывали Абхаз-лифт.
Всегда они своевременно выполняли, всегда они своевременно чинили, все получалось. А в этот раз мы вызвали, они сказали, что у нас сняты катушки с лифта. И снято не только с нашего дома, а снято более 20 домов. С исчезновением некоторых деталей на лифтах у жильцов 30 многоквартирных домов нового района появилось множество проблем, особенно у тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно. Надежда Хопкина со дня поломки лифта не выходит из собственной квартиры. Говорит, после инсульта физически не может преодолеть такое количество ступенек. Чтобы подышать свежим воздухом, довольствуется тем, что открывает окна или же выходит на балкон. Больше месяца не работает. Говорят, что там украли. А мы после инсульта ходить не можем. После тяжелого рабочего дня приходится заниматься еще и физкультурой, отшучиваются жители одного из домов. А для пожилых людей, жильцов с маленькими детьми, это не очень приятное испытание. Нам сказали, что сняли запчасть, и потом как-то быстро даже нам сделали, на удивление. Ну, у вас дети, я вижу, не было трудностей вот спускаться, подниматься? Ну да, особенно у кого коляски, там выше маленький ребенок, им с коляской они постоянно поднимали, спускали. А у нас мы сейчас без коляски, но все равно, конечно, сложно очень. До этого случая практически все эти лифты работали исправно. Если даже и случалась поломка, специалисты приезжали и устраняли проблему по первому вызову. Теперь задача намного усложнилась. Найти недостающую деталь очень непросто, так как этим лифтам уже более 60 лет, а новые установить во всех домах пока не представляется возможным. 30 катушек – это 30 подъездов. Численность не маленькая, людей много, подниматься тяжело людям. Самой катушки в наличии у нас нету, приходится ее покупать из России, то есть, или ждать здесь. Так как сейчас идет инвестпрограмма, мы меняем лифты, там, со старых лифтов, которые у нас остаются, мы используем туда, но эта проблема не сразу решается. Это первый случай за долгое время после войны, когда медные катушки снимали с лифтов. Управление внутренних дел города Сухум возбудило уголовное дело по факту кражи. В результате разыскных мероприятий были задержаны 2 молодых людей. Ведется следствие. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело в отношении 2 несовершеннолетних жителей города Сухум 2000 и 2002 года рождения по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса, а именно кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере. Подростки задержаны сотрудниками первого отдела милиции столичного управления внутренних дел в ходе оперативно-профилактических мероприятий по улице Киараз напротив дома номер 11 при разборе двигателей лифтового оборудования. Уже более 20 лифтов, с которых были сняты детали, отремонтированы. Впереди еще несколько домов. Во многих случаях жильцы самостоятельно находят медные катушки и даже помогают специалистам в их установке. Но проблема будет существовать до тех пор, пока к людям не придет осознание того, что пытаясь заработать на медных катушках, они создают серьезные проблемы не только управлению Абхазлифта, но и жильцам. Зария Смыра, Стамур Гожма, Абхазское телевидение. В Сухуме сегодня начала свою работу 5-я Абхазская международная археологическая конференция, посвященная столетию выдающегося абхазского археолога-кавказоведа Михаила Трапш. Конференция была организована Академией наук Абхазии, АБИГИ и АГУ при содействии Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики и Абхазского госмузея. В работе конференции принял участие премьер-министр Беслан Барцыц. Репортаж Налыковой. Еицырдыруа раԥхьатәи аԥсуа археологи шәышықәс иазку ахәбатәи жәларбжьаратәи аконференциа ҳәаақәа ирҭагӡаны уи алахәылацәа азааҭгылеит археолог кавказҵааҩ Михаил Трапш амилаҭтәҵаара адырраҿы илагала. Ҳтәылаҿ мацара акәым, анҭыҵгьы ибзианы ирдыруа, зыҭҵаамҭақәа рыла ҳаԥсуа ҭоурых, ҳаԥсуа археологиа акыр ишьҭызхыз аҵарауаҩ В конференции приняли участие общественные и политические деятели, ученые как с абхазской стороны, так и коллеги Михаила Трапш из различных научных центров Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, студенты и все те, кто проявляет интерес к трудам выдающегося археолога. Директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба в своем приветственном слове остановился на биографии ученого и на первых археологических находках Михаила Трапш. Первый абхазский профессиональный археолог Михаил Мамедович Трапш с отличием окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института. Затем поступил в очную аспирантуру при Институте языка
истории и материальной культуры грузинского филиала Академии наук СССР в Тбилиси. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году защитил диссертацию на искание ученой степени кандидат исторических наук на тему «Плановский древний могильник». Первая самостоятельная работа по археологии Трапш начал в 1948 году в селе Планархо, где выявил могильник эпохи поздней бронзы и раннего железа колхидской и скифской культуре. Советник президента республики Владимир Зантари огласил текст приветствия от лица главы государства Рауля Хаджимба, в котором отражались заслуги ученого в области археологических исследований. Столетие со дня рождения выдающегося абхазского археолога Михаила Мамедовича Трапш – знаменательное событие в истории отечественной науки, в жизни нашего государства. Крупному ученому кавказоведу принадлежат такие фундаментальные исследования, как памятники колхидской и скифской культур в селе Куланрхо, труды, изданные в 4 томах, множество научных статей и публикаций. Участники конференции высказывались о Михаиле Трапш не только как о выдающемся ученом, но и как о человеке широкой души и неподдельной скромности. Во спасение данных памятников Трапш принял решение о необходимости начала исследования цибельдинских некрополей. Данные исследования начались в июне 1960 года и продолжались до лета 1967 года. В результате было раскрыто 5 могильников, содержащих в себе 180 захоронений, из которых 134 комплекса Трапш опубликовал сам, а остальные с присущей кавказской щедростью передал коллегам, в частности 45 захоронений из могильника Агачарху Георгию Шамба для кандидатской диссертации, а часть материала из Абгыцерху опубликовал Михаил Гумба после смерти Трапш, то есть так как они совместно раскапывали этот некрополь. Михаил Трапш – один из крупнейших абхазских археологов, который внес неоценимый вклад в историю абхазской археологии. Огромную работу по исследованию античных и средневековых памятников Сухума провел Трапш в 50-х годах прошлого столетия, когда был обнаружен богатый материал по древней средневековой истории. В те годы совместно с Каландадзе он изучал поселение и могильник 8-2 веков до нашей эры на Сухумской горе. Обширный могильник и поселение на холме Гуадыхо в 1954 году открыл Римскую башню и поселение эпохи Диоскуриады на северо-западной окраине Сухума. В 1956-59 годах выявил поселение и 150 захоронений 8-2 веков до нашей эры в поселке Красный Маяк. Он же впервые опубликовал сведения о замечательной мраморной стеле конца V века до нашей эры, найденной в 1952 году вблизи устья реки Беследки. Все эти материалы нашли отражение в ряде статей Трапша и в его исключительно ценной монографии «Древний Сухуми», увидевшей свет уже после смерти автора. Обо всем этом говорили в своих докладах абхазские и российские ученые. В среду 5-я Абхазская международная археологическая конференция продолжит свою работу в секциях. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Завершился 11-й международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки». Дипломы и денежные призы вручили авторам работ по 3 номинациям. Гран-при на этот раз вручено не было. Подробности в репортаже Алики Трапш. Фестиваль «Кунаки» – это не просто фестиваль кино. Этот творческий форум сумел объединить режиссеров Абхазии, России и ближнего зарубежья. Позади 5 дней работы фестиваля. Премьеры, показы, круглые столы и различные встречи. «Кунаки» – это дискуссионная площадка, где видные деятели киноискусства знакомятся с новыми творческими достижениями, оценивают результаты художественных исканий современных мастеров, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Фестиваль открывает уникальную возможность перед начинающими абхазскими драматургами, режиссерами и операторами для раскрытия своих потенциальных творческих способностей, новых идей и замыслов. Благодаря этому наш национальный кинематограф, имеющий интересную историю, может получить в будущем достойное развитие. Кинофестиваль дает возможность полнее реализовывать себя, раскрывать свои интеллектуальные способности для преодоления существующей культурной разобщенности между странами и народами.
Из 247 заявок в этом году на конкурсную программу фестиваля было отобрано около 50 картин в 3 номинациях – полнометражные, короткометражные, документальные фильмы, а также телевизионные фильмы и программы. В течение 5 дней строгое жюри тщательно просматривало конкурсные работы, чтобы выбрать самые лучшие. Впервые за историю фестиваля членами жюри было принято решение в каждой номинации выбрать по 2 работы, так как многие картины были близки друг к другу по уровню. Лучшими телевизионными фильмами были названы работа режиссера Ирины Васильевой «Наплыв и любовь» и картина «Алибек» режиссера Вадима Цаликова. Последняя работа также от администрации президента Абхазии получила диплом за верность традициям куначества. Очень волнительно все, потому что я, правда, не ожидал. И, как я уже сказал, мне вдвойне приятно получить этот приз здесь, в Абхазии, в этой красивой, Богом любимой стране. Большое спасибо вам. В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» был отмечен фильм «Конкурс» режиссера Евгения Хаваева, а также картина Андрея Ананина «Дилогия. Американская мечта. Дым Отечества». Среди короткометражных картин жюри отметила фильм Анастасии Штантке «А какой ты?», а также картину «Бриллианты для моих муравьев» режиссера Карины Виленкиной. Это глубоко личная для меня история. На самом деле фильм был снят изначально для одного человека, для моей мамы. И так получилось, что сегодня я получаю 12-ю награду. Остальные участники кинофестиваля тоже не остались без внимания. Им были вручены дипломы и памятные подарки. В этом году строгое жюри фестиваля решило никому не присуждать гран-при, так как представленные работы немного не дотянули до высшей награды. Это очень большая ответственность всегда судить работы своих коллег, своих друзей. И это, в общем, так скажем, работа нервная. Объем картин был очень большой, 51 картина. Проблема выбора, которая стояла перед нами, была, в общем, действительно очень сложной. Мы, не знаю, может быть, этот фестиваль войдет в историю фестивального движения несколько нестандартным решением, которое приняло жюри, но тем не менее оно таково, каково есть. Завершился 11-й международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки», но на этом он не прекращает свою деятельность. Ровно через год фестиваль вновь объединит лучших кинорежиссеров Абхазии, России и ближнего зарубежья, чтобы вновь поспособствовать поднятию общего профессионального уровня кинодокументалистики. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Документальный фильм «Владислав Ардзенба. Драма победителя» претендует на кинонаграду Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел-2017». Это фильм производства Госфильмофонда России, киностудии «Сухумфильм». Автор сценария Махкамов, режиссер Русаков, продюсеры Николай Бородачев и Кисо Хагба. Фильм внес в список экспертный совет Академии в категории «Неигровое кино». Победители премии «Золотой орел-2017» будут определены голосованием почти 400 членов Российской национальной академии. Вручение премии пройдет в Москве. Картина «Владислав Ардзенба. Драма победителя» в октябре была показана в рамках 28-го открытого фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге и была отмечена специальным призом фестиваля. И в завершение выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии сохранится значительное ухудшение погоды. Будет облачно, сильный ливневый дождь, переходящий в дождь со снегом, местами снег. Во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер ночью и утром умеренный, 5-8 метров в секунду, ближе к вечеру с усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 5-7 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.